Давайте на ту сторону направо, да? Доброе утро, друзья! Сегодня мы сюда пришли, несколько организационных объявлений, чтобы все понимали, что мы тут делаем. Мы пришли к президенту Украины как к гаранту Конституции, к последней инстанции в этой стране, которая, по нашему мнению, еще может решить нашу глобальную проблему. О масштабах этой проблемы сказано очень много, поэтому я повторяться не буду. Сегодня наши требования очень простые. Каждый из нас не раз сталкивался с заявлениями чиновников разного уровня, что наша проблема – это только наша проблема. Что мы сами виноваты в том, что мы вложили деньги куда-то. Что мы сами виноваты в том, что застройщик нас обманул. Что мы сами должны были что-то предвидеть. И при этом эти люди забывают, а может быть никогда и не читали Конституцию, в которой четко написано, что государство должно создать эффективный механизм и безопасный механизм для того, чтобы люди могли сами себе построить или купить жилье. Мы воспользовались механизмами, которые предоставило нам государство. Результат каждый из вас знает. Именно поэтому мы тут сегодня. И первое наше требование к президенту Украины, как гаранту Конституции. Публично признать существование проблемы пострадавших инвесторов, людей, которые вложили огромные деньги в строительство жилья, которых обманули застройщики. Застройщики – это большие корпорации, которых крышует сегодня государство. У каждого из нас на сегодня на этой площади более 70 объектов представлено со всей Украины. У каждого своя история. Рассказывать каждую из этих историй будет очень-очень долго. Поэтому мы говорим о наших общих проблемах. На сегодняшний день это паралич правоохранительных органов. Это неграмотность, некомпетентность и нежелание слышать органов исполнительной власти. Это безнаказанность застройщиков. Именно поэтому тут президент должен публично обратиться ко всей армии чиновников и высказать свою позицию по поводу нашей проблемы. А именно, он должен признать существование проблемы и должен взять на себя от имени государства ответственность за ее решение. Иного пути сегодня мы не видим. Иначе мы и будем продолжать жить в стране, которую назвать каменными джунглями можно. По состоянию на сегодня государство, как аппарат управления обществом, работает очень слабо. Второе наше требование. Мы все понимаем и все имеем опыт общения с коллективными органами. Мы все понимаем, что значит коллективная безответственность. Президент Украины – единоличный орган государственной власти. Это один человек. Ему не надо ни с кем совещаться. Господин президент, пожалуйста, назначьте конкретного человека, одного, сами выберите. Поймите, какой человек нужен для решения нашей проблемы. Выберите его, уполномочьте. На сегодняшний день у вас достаточно полномочий для того, чтобы сделать все, что угодно. Вы можете сами органы создавать государственные своим указом. Поэтому мы просим вас назначить конкретного человека, одного, публично, и сказать нам об этом. Это должен быть человек, который должен заняться решением проблемы 120 тысяч семей, украинских семей, которые вложили колоссальные деньги, отдали их корпорациям, которые на сегодняшний день крышуются и защищаются государством. Вот это два простых требования к президенту Украины. Сейчас мы ждем, чтобы к нам вышел представитель. Пообещали, что он выйдет в 10:15. Сейчас уже 10:18, по-моему, на моих часах. Мы еще немножко подождем. Нас должны слышать все это время. Мы сюда пришли ненадолго. Но время, которое мы тут проведем, должны заполнить, господа. Поэтому, пожалуйста, давайте дадим о себе знать. Верните наше жилье! Верните наше жилье! Верните наше жилье! Верните наше жилье! Верните
жилье! Верните наше 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 жилье!